22 часа в Украине. В прямом эфире телеканала АТР «Новости Заман». В студии Олег Борисов. Здравствуйте. Новосозданные органы государственной власти весной 2014 года не могли сопротивляться оккупации Крыма. Армия была в плачевном состоянии и была угроза полномасштабной агрессии со стороны Российской Федерации. Об этом во время допроса заявил секретарь Совета национальной безопасности Александр Турчинов, исполняющий обязанности президента в 2014 году. Допросили также бывшего исполняющего обязанности министра обороны Михаила Коваля. По его словам, операция по захвату полуострова была четко спланирована россиянами. Более в сюжете наших журналистов. Операция по захвату Крыма была спланирована. Так считает генерал-полковник Михаил Коваль. В феврале и марте 2014-го он был на полуострове как представитель пограничной службы. Видел, как российские военные блокировали украинские части. Керівництво операції Галкін здійснював, генерал-полковник. Особисто знаю його, вчився на одному курсі в академії. Начальник штабу генерал-полковник Сердюков, нині командуючий ВДВ. Їм були підпорядковані 15-та бригада повітряно-десантна Ульяновська, парашютно-десантный полк. Сил и средств защищать Крым не было, убежден Коваль. Из 117 военных объединений только 56 были боеспособны. Говорит, до президентских выборов 25 мая 2014-го была реальная угроза вторжения по всем участкам границы с Россией. То, что не было армии, чтобы защищать Крым, подтвердил тогдашний исполняющий обязанности президента Александр Турчинов. Разом з резервами керівники військового відомства говорили, що може бути задіяно проти України до 200 тисяч російських військових. Танки, системи реактивного залпового вогню, авіація тощо. Именно письмо Януковича к Путину о введении войск стало оправданием вторжения, считает Турчинов. Он сообщил и о большом количестве предателей среди крымских силовиков. Найгірша ситуація була навіть не в СБУ. Там 90% зрадників, а в міліції зрадило 99 і з хвостиком відсотків працівників міліції. Дуже небезпечна ситуація була, безумовно, і в Збройних силах. 71% зрадників. Менше 4 тисяч тільки військових вийшли з окупованого Криму. Экс-президента Украины Виктора Януковича обвиняют в государственной измене, пособничестве в ведении агрессивной войны и в посягательстве на территориальную целостность Украины. Следующее заседание состоится 21 февраля. В суде ожидают показания постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко и президента Украины Петра Порошенко. Виктор Пономарев, Елена Статсюк, Никита Проскурин. Заман. АТР. Стрельба, стычки, слезоточивый газ и задержание. Так происходило сегодняшнее заседание по избранию меры пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову в Соломенском райсуде Киева. Когда из зала суда начали выходить так называемые «титушки», которые поддерживали Труханова, между ними и националистами завязался конфликт. Произошла драка. Неизвестные начали жечь фаеры. Правоохранители пытались им помешать. Раздались выстрелы. Одного полицейского ранили в ногу. Стрелка задержали. В общем, после столкновений задержали 36 человек. У них изъяты ножи, телескопические дубинки и одна светошумовая граната. По факту ранения полицейского открыто уголовное производство. Якийсь час один з чоловіків намагався провокувати поліцейських, кидався. При спробі його затримання він застосував вогнепальну зброю, здійснив 2 вистріли в сторону правоохоронців. Один правоохоронець поранений, наразі його доставили на лікарню, його життю нічого не загрожує. По самому Геннадию Труханову судьи вынесли решение отпустить на поруки народного депутата от блока Петра Порошенко Дмитрия Голубова. Судья обязал отпустить Труханова в зале суда. Прокуроры просили избрать для него меру пресечения в виде содержания под стражей и в качестве альтернативы определить залог в 50 миллионов гривен. Вот эти фантазии, когда я почитал текст подозрения, это, знаете, похоже на какой-то фантастический такой детектив, в котором вот так хотелось. Знают, не предупредили, запланировали украсть. Если уже говорить отключенно, я думаю, что если бы был умысел совершения преступления, делали бы гораздо его спокойнее, не в спешке, подложившись каждой бумажкой, для того, чтобы не было вопросов.
Как известно, Геннадия Труханова и 3 чиновников мэрии Одессы обвиняют в присвоении имущества. По данным следствия, размер ущерба, причиненного государству в результате преступной схемы, составляет 185 миллионов гривен. В Крыму оккупанты продолжают преследование крымских татар в так называемых судах. Эльвина Сейдбулаева расскажет подробнее. Допросили бывшего сотрудника СБУ, а ныне ФСБ. Северокавказский военный окружной суд России продолжил рассмотрение дела о так называемом терроризме. На скамье подсудимых Арсен Чапаров, Рифат Алимов, Эмир Усин Куко, Муслим Алиев, Энвер Бекиров и Вадим Сирук. Свидетель обвинения Александр Компанийцев. По данным СБУ, он был лейтенантом, оперуполномоченным Белогорского межрайонного отдела Крымской СБУ. Во время аннексии перешел на сторону агрессора, России. Компанийцев заявил, что руководителем Ялтинского и Алушинского отделения Хизб ут-Тахрир является Муслим Алиев. Остальные занимались вербовкой. Это ключевой свидетель, поскольку непосредственно в ходе его участия зародилось это уголовное дело. Поэтому к этому свидетелю было очень много вопросов, еще будет в дальнейшем, поскольку именно этот свидетель породил это уголовное дело. Когда уже начался непосредственный допрос по, обвиняемым, и вот мои коллеги начали допрашивать. Я не увидел какой-то конкретики. Может быть, в дальнейшем он сможет нам конкретизировать что-то. Все было в общих словах, о какой-то пропаганде, о захвате власти в России и так далее. То есть этот свидетель абсолютно не указал на какую-то конкретику по отношению к каждому обвиняемому. Рассмотрение дела Фера Абдулаева начнут сначала. Подконтрольный Кремлю железнодорожный суд Крыма удовлетворил апелляцию судебного пристава Сергея Березко. Поэтому Абдулаева должна снова доказывать в суде свою невиновность. Ее обвиняют в неповиновении. Женщина, мол, отказалась покинуть здание суда по требованию приставов. В это время в Верховном суде рассматривалось дело ее мужа Узира Абдулаева о его причастности к организации Хизб ут-Тахрир, которая в России запрещена. Сегодня мы убедились в том, что сработало стандартное правило, продолжение будет, дело направлено опять на новое рассмотрение в мировой суд, к тому же в суде, которое выносило решение в первой инстанции. Меня собралось большое количество людей, которые пришли поддержать меня, и в этом я вижу не только поддержку лично меня, но то, что народ един в своем стремлении поддержать каждого, кто попал в те политические репрессии в наших крымских реалиях. 11 апелляций в день. В Симферополе подконтрольный Кремлю Верховный суд рассмотрел жалобы крымских татар на штрафы за одиночные пикеты. 14 октября прошлого года более 100 крымских татар вышли в разных уголках Крыма на одиночные пикеты против произвола российских силовиков. Российские законы они не нарушали. Такая форма протеста не запрещена. Однако оккупанты объединили одиночные пикеты в один несанкционированный митинг и отправили крымчан под суд. Сегодня лишь одному активисту Ризе Асанову уменьшили штраф с 15 тысяч рублей на 10 тысяч. Мой доверитель не был зафиксирован сотрудниками полиции, что он стоял вообще на пикете. Он шел домой с плакатом. А в деле именно указывается сотрудниками полиции, что он стоял на пикете с плакатом там-то, там-то, мешал движению транспорта. И дальше в этом же деле другие сотрудники полиции указывают, что он шел домой с свернутым плакатом. То есть они друг другу уже противоречат. Подконтрольный Кремлю суд продолжит рассматривать жалобы участников одиночных пикетов уже на следующей неделе. Эльвина Сейдбулаева, Заман, АТР. Фазыла Ибраимова задержали оккупационные силовики. Об этом в эксклюзивном комментарии АТР сообщил адвокат Мамед Мамбетов. С утра в его доме провели обыск. Фазыла и его жену задержали, позже жену отпустили домой. Но сам Ибраимов остался в городском управлении полиции. Его подозревают в вымогательстве денег у 4 человек за выделение земельных участков на поляне протеста. Фазыль Ибраимов недавно объявил голодовку из-за сноса мечети и самостроев крымских татар на поляне протеста Стрелковая в Симферополе. Член общественной организации «Сибат» Фазыл Ибраимов в 2014 году поддержал аннексию Крыма. Во время конфликта на поляне протеста обращался к Владимиру Путину в надежде на его поддержку. Сегодня хотел лететь в Москву встречаться с ним, но к нему пришли
силовики. То государство, которое они с радостью ждали, по отношению к таким людям проводит репрессии. Как раз в преддверии выборов это хороший посыл для тех людей, которые поддерживают эту власть, чтобы задумались, а что еще от нее ждать, кроме как репрессий. Оккупанты продолжают уничтожать ханский дворец Бахчисарая, называя это реставрацией. Как стало известно, компания-подрядчик еще в декабре заранее получила всю сумму на ремонт мечети дворца. Представители Украины при ЮНЕСКО предупредили о варварской реставрации Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест. Ханский дворец в Бахчисарае – единственный образец крымско-татарской дворцовой архитектуры. Из-за действий оккупантов он навсегда может потерять возможность попасть в список исторического наследия ЮНЕСКО. Почему оккупанты так спешат переделать на современный лад памятник, разбиралась Виктория Облязова. Видно, що деревина, так, є тріщини, але це не впливає на конструктивну несучу здатність цих балок. І не було ніякої необхідності різати. Главный архитектор национального заповедника Киево-Печерская лавра Яков Дегтяр уверен, то, что сейчас происходит на территории ханского дворца в Бахчисарае, никак нельзя назвать реставрацией. Буковые балки XIX века, которые держали потолок мечети, оккупанты распилили и выбросили. Вместо них поставили современные. Потолок мечети с древними росписями разобрали и оставили на улице. А старинную черепицу с крыши сорвали и заказали вместо нее современную, испанскую, которая совсем не похожа на крымско-татарскую. Вот когда она утратится, то вот его преемственность он тоже не успел передать, потому что появились современные технологии по изготовлению черепицы, заводские технологии. Так вот она прервалась в начале 19 века, но она была еще в сохранности недавно. А сегодня вот она сломалась. И вот эта преемственность поколений на этом прервалась. Вот на этой черепице, на конкретной черепице. Надо было всего лишь отреставрировать небольшую часть черепицы, где протекала крыша, уверен главный архитектор национального заповедника Киево-Печерская лавра. На мій погляд, це один із елементів геноциду, але геноциду не в такому прямому сенсі, а культурного геноциду. Тобто знищується культура того народу, корінного народу, який там проживав. З тим, щоб про це через 100-150 років навіть важко було згадати. По данным Эдема Дудакова, перед тем, как начали так называемую реставрацию мечети ханского дворца, не сделали необходимую как по украинскому, так и по российскому законам комплексную экспертизу объекта. Есть только расчет строительных затрат и акт историко-культурной экспертизы. И то, что сейчас происходит, это просто замена старинных элементов здания на новые. А спешку подрядчиков можно объяснить отмыванием денег. По федеральной целевой программе подрядчику еще до окончания работ уже перечислили всю сумму – 148 миллионов рублей. Дворец попал под банальное освоение средств. Вот это и есть основная причина, почему ведется такая топорная работа. Стало известно уже из источника заказчика, это то, что проект до настоящего времени не прошел комплексную государственную экспертизу. Проект так называемой реставрации подготовила фирма «Керамет» из Севастополя, подрядчик московская «Атта Групп». В Департаменте охраны культурного наследия Украины говорят, не нашли никаких сведений о том, что эти фирмы имеют хотя бы какой-то опыт работы с историческими памятниками. Но они уже планируют установить металлическое покрытие на крыше самого ханского дворца. Оно якобы должно защищать его от разрушения. Эксперты предупреждают, это только навредит памятнику. Чтобы остановить оккупантов, в Департаменте охраны культурного наследия Украины призвали ЮНЕСКО вмешаться и заставить прекратить уничтожение памятника. За помощью обратились и к министру культуры и туризма Турции. Занадто мало часу пройшло. На жаль, дипломати так швидко не реагують на наші
звернення, але сподіваюся, що все-таки воно набуде достатнього розголосу, щоб сподіватися на, десь воно там має спрацювати. В департаменте готовят письма в 9 стран, поддерживающих Украину на международной арене, чтобы спасти дворец, пока оккупанты его не уничтожили. Поскольку на реставрацию всего ханского дворца в федеральной целевой программе заложены почти 1,5 миллиарда рублей. Виктория Блязова, Никита Проскурин, Заман, АТР. Новые потери Кремля в Сирии. 15 российских наемников частной военной компании подорвались на складе боеприпасов. Об этом пишет британское издание The Guardian. По его данным, инцидент произошел на северо-восточной провинции Дейр-эз-Зор. Эта частная компания защищала нефтяные и газовые месторождения, находившиеся под контролем официального Дамаска. Ранее стало известно о гибели в Сирии нескольких сотен россиян, наемников из так называемой армии Вагнера. Их колонну уничтожили авиаударом силы международной коалиции. Данные о потерях россиян различаются. Кремль отмалчивается, а журналисты-расследователи называют от 2 до 6 сотен погибших. Бесплатное образование в Турции и стипендия. Государственная программа Турции принимает заявки от абитуриентов из Украины. Стипендии предоставляются для обучения на бакалавра, магистра и доктора наук. Кандидаты должны быть старше 21 года и быть студентами или выпускниками вузов Украины. Чтобы принять участие, нужно подать заявку на сайте стипендии Турции до 5 марта. Це програма від уряду Туреччини, плюс в тому числі цієї програми, в тому, що все ж таки це відбувається у доволі такому зрозумілому середовищі для тих дітей кримських татар, які будуть їхати на навчання. Їм буде трошечки легше адаптуватися, тому що турецька мова не є все ж таки наближеною до кримсько-татарської. И это все, что успевает для вас подготовить служба новостей «Заман». Информационную эстафету передаю Эльмаз Асан. В 8 утра она подготовит для вас свежий выпуск новостей. А прямо сейчас в эфире программа «Мейдан Зустрич» с Заиром Акадыровым. В гостях у него первый президент независимой Украины Леонид Кравчук. Не пропустите.